Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Вот ты заметил, что сейчас как-то стало труднее просыпаться по утрам? Встаешь, за окном какие-то серые будни, холод, и нужно как-то Дождь взбодриться, там, принять душ, попить кофе, сделать зарядку. Наши следующие гости точно прибавят тебе адреналина, потому что у нас в студии сейчас будет Андрей Гомонов, профессиональный метатель ножей, и его ассистентка Ксения Мончак. Взбодримся, Леш. Андрей Гомонов. По образованию юрист. 10 лет работал танцором. 3 года назад стал метателем ножей. Создал собственное шоу. Выступал во многих странах, участвовал в телепроектах во Франции и Великобритании. Ксения Мончак. 4 лет занимается танцами. Работает в Белгосцирке. Участвует в шоу Андрея Гомонова. Доброе утро. Доброе утро. Как добрались? Прекрасно. Ну как? Ну, утро Она же прекрасна, я с хорошее, переменным ну. успехом. Ну, это всё. Я с переменным успехом. Просто я был за рулем, она рядом, поэтому она хорошо. А я как получилось. С ветерком. Слушайте, читали заголовки в интернете, что вы бросались в британского миллионера ножами. Что это за история? Подготовились. Расскажите нам. Что это Мы такое? бросались. Ну, мы не бросались, ну да, участвовали. Гомонов Найф Шоу участвовал в составе несколько другом, но мы участвовали в британском шоу Britain's Got Talent. И действительно был один из моментов интерактива. Саймон Коу, владелец всей франшизы, всех этих талантов по всему миру, он такой: опа, а можно я к стенду стану? А ты можешь тут меня обметать, обкидать ножами? Вот. Я был к этому не готов, это была чистой воды импровизация. Немножко напрягся, чтобы прям из съемочной площадки, со съемочной площадки не заехать в лондонский Тауэр, потому что была реальная импровизация, и я боялся, чтобы он не дернулся. Ну да, так и было. Все, обметал, и, возможно, благодаря этому сказали 4 yes нам, и мы прошли в следующий тур. Ну это же все реально ножи. Это же, смысле? настоящий металл летит в человека. А что, не похоже? знаете, Ты Это не думал, похоже, что картонные? обычно, знаете, когда там ящик распиливают, там 2 человека сидит. Здесь все по-настоящему. Конечно, можно потрогать даже. Я потрогаю, да. Да, можно Да. тоже потрогать. А? Ну что, похоже это на бутафорию, нет? Как будто бы нет. Нет, ну просто на самом деле, да, вот наше Смотрю. шоу — это не иллюзия. Знаете, бывают все, это там ножи картонные, сзади магнит, да это не настоящее. У нас все по-настоящему. Ножи, топоры железные, девушка живая, смотрите, живая, красивая. Я проверяла. Вот, да, Я и всё это если вдруг смотрела. что-то- огонь настоящий. Слушайте, соус а тоже. давно Ксения с вами? Или это новенькая? Нет, Где прошлая ассистентка? Нет, действительно, с предыдущей ассистенткой мы работали долго, вот, а с Ксенией мы около полугода работаем. Вот, А где и предыдущая? с предыдущей ассистенткой, партнершей с Дарьей, все хорошо. Она, просто нам пошла делать сольную Интеграция. карьеру дальше. Мы, просто закончили вместе работать. Она живая и здоровая, при поиске вот новой партнерши в объявлении было обязательно. Самых веселых и находчивых, по этому поводу не шутить. Вот Дарья, с ней все хорошо. Тебя бы сразу не взяли, Леша, вот. Вон дверь, пошел. Слушайте, а вообще, сложно найти было, да, ассистентку, чтобы согласился человек, вот ты, как Ксения. О, работа Вау! мечты! Спросите у нее, Ну пожалуйста, Ксения. да, было примерно так. Работа мечты? Слава Богу, мечтала. Да, мне не хватало острых ощущений, и тут как-то так все сложилось, предложили, почему бы и нет. Это здорово. Это... Тебе самой это страшно? Вот ты представь, ты стоишь. Ну, ты что представляешь? Ты знаешь, да, я буду представлять. Тебе страшно, когда рядом с твоей головой вот окно? Нет, страшно, не страшно, Тоже когда интересно. летит. Первое время было прям действительно страшно, когда от звука. Ну, то есть, Да. да, он действительно громко прилетает. Если ножи еще чуть-чуть глухо летят, глуше. то топоры, они действительно настолько громко и с такой силой. И первое время я встала и от звука прям дернулась, потому что неожиданно. А тебе, Андрей, не страшно было Страшно. метать нож первый раз самый, вот, когда у тебя Страшно. живой человек стоял? Ну, не то страшно, как есть такая пословица: смотри, куда страшно. Вот я и смотрел туда. Нет, ну действительно, одно дело, я занимался спортивным метанием ножей, даже там чемпионат наш белорусский какой-то не выиграл, 2-е, 3-е место у меня было. И когда первый раз стал человек туда живой, то все меняется. Я же, не больной, я отдаю себе отчет, что может произойти. Меняется все. И то, что ты там так вот попадал, вот так попадал, все сразу меняется. Сразу осторожность, сразу... то есть другая тема очень. Поэтому не то, чтобы страшно было, а, можно смотреть, как характеризовать это чувство. Это большая ответственность. Гиперответственность. Ну, Это эмоции очень такие, большая да. ответственность, и тут действительно идет борьба с собой. Просто сделай то, что ты делал до этого идеально, но только не важно, что тут рядом вот в полуметре, если дальнее расстояние, там, или в 20 сантиметрах, или в 3 сантиметрах от живого человека. Просто сделай то, что ты делал по мишени. Но это реально все сразу, психологически все меняется и по-другому все.
Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сегодня у нас в гостях метатель ножей Андрей Гомонов и его ассистентка Ксения Манчак. Лучший партнерша. Ну, ассистентка тоже можно. У меня сразу вопрос по поводу танца на острие ножа. Так. Почему так называется ваше выступление? У меня была идея. Я точно, так как я до этого долгое время зарабатывал танцами, по образованию вообще юрист, там веселуха, пропустим. Вот. И... Адвокат нужен. Извините. Да. Так вот. И в чем дело? И получается, что, я когда уже понимал, что танцевать просто грустно, сейчас будем что-то брать в руки. Я вспомнил свое детское увлечение восточное единоборство, муай-тай. Я брал, в руки ножи, сюрикены. До этого у меня был опыт некоторый. И я точно не хотел уходить от формата танца. И поэтому однозначно при создании самого шоу и в последующем, в каждом новом номере мы хотим не уходить далеко от танца. Все цирковые артисты делают комплименты нам, что вы же танцуете, действительно. Профессиональный хореограф, я тоже около танца где-то, но много зарабатывал, лет 10 зарабатывал танцами. Не хотел уходить точно от этого, и поэтому так и родился первый номер, собственно, авторский «Танец на острие ножа», где в номере, кроме трюков с ножами, много танца, очень много танца. И действительно, поэтому и танец на острие ножа. Слушайте, вы же привезли стенд. Чего мы все вокруг да около Конечно. ходим? Пожалуйста, дорогие телезрители, если вы все, что видите в этой студии, танцы можете пробовать повторить, если мы потанцуем. Или всё. пляски. Пляски, Можно тоже. да. Пляски. Но не повторяйте этого дома, работают профессионалы, долго готовились, чтобы делать то, что вы увидите. А прямо сейчас в шоу «Подъем» мы будем делать смертельно опасные трюки. Сейчас самое время для смертельного номера. Ножи. Два Ксения. человека. Один будет Метатель. метать, один будет стоять. Погнали. Страшно. Мне тоже. Пум-пурум-пум-пум. Все серьезно. Это было Слушайте, очень... Я прям любитель острых ощущений. Сейчас, подожди, будет острее, веселее. Там возле ноги так близко было. Прям, да. Вообще, и вообще, потом вообще. возле лица близко Еще было. продолжаем, товарищ ведущий. Продолжаем. Ксения, у вас есть запасное лицо? Нет. Нам оно не надо, у нас все будет хорошо. Так веселее, правда? Круто. Я каждый Прям. раз очень боялась, что ты чуть-чуть там медленнее сделаешь или чуть быстрее. Нет. Я такая, пожалуйста. И самое главное, дорогие телезрители, что? Не повторяйте этого дома, пожалуйста. Никогда. Либо только с картонными ножами. Ну да, С можно ненастоящим как-то, да. человеком. Ну вот Саймон Коул согласился стать. Может, ведущий хотят попробовать? Испытать новые ощущения. Да. Конечно, куда я могу деться? А я пока Леша, кто присяду будет на со мной желтый вести диван. программу, Леша? Если что, я могу вместо него. Вот так вот подсиживают ведущих. Леша, Алексей, самое главное, знаете, какая задача? Не двигаться. Хорошо? хочется даже обнять тебя на Серьезно, прощание хорошо. немного. Можно обнять. Леш, давай просто похлопаю по-дружески. Алексей, просто не двигайтесь, хорошо? Есть. Молодец, моргнул только на самых верхних. Ну так, чтобы понимали, вот он куда приходил, да, то есть можно было подровнять ручки чуть-чуть. Алексей, вы молодец. Леша, Браво. потирай слезы, возвращайся. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сегодня у нас в гостях Андрей Гомонов и Ксения Манчак. Ребят, мы для всех готовим небольшие такие Ловушечки. состязания, что Игры. ли, интерактивы, А страшно будет? задания. И для вас мы подготовили игру, которая называется «Ты в танцах». Ты в Это плясках. твоя тема. Давай. Правила, в принципе, ничего сложного. сложного в правилах нету. На экране будет 4 человека, и мы должны за ними повторять танцы. Класс. Вы профессиональные танцоры, я уже подозреваю, что мы
Можем Похуже разбиться на немножко команды. там. Чуть-чуть, У нас буквально батл. чуть похуже так-то. Можно разбиться на команды. Мальчики против девочек там или как-нибудь. Мы сразу четвером. Ну можно, да. Не-не-не. Давайте, Да? встаем. Ужас. Ну что, все готовы? Да, Поехали. давайте, мы заряжены. А что А, делать? Я вот Кто тот я? дядя. Я вот этот жирный чувак. А почему они так странно двигаются? О, это моя тема. Что там дальше? О, смена пошла. Я забыла, какой Играй гармонь, любимая. Два раза пошли. Меняемся. Вы опаздываете. Мы моросим. Давай, соло. Опа, Я работаем. второй. Работаем. Оп. Что-то не так, я слышу. Не, я за своим. Повторяю за своим чуваком. Как, где мой Это чувак? я Вот ушла? мой чувак пришел. Ясно. А, это сердце, я думал, тут дерутся. Опа. Такое уже было, ребята. Разбираемся. Не помогает. Ой, точно. Типа гармонь. Ой, блин, А, стоп. Подожди. Сильно за что? Соло пошло. Опа. Было, можем. Опять я иду назад. Так, а я второй. Тут придумал хореографию. Гений какой-то. О, ты по кругу пошел. А, я тоже. Почему? Я не знаю, здесь что-то рандомное дело просто. Сейчас будет смена, 100%. По-любому, ты же- А нет. А, еще эти пошли. А по одному разу предупреждать. А, ушел, портер. А, я наверху. А, это ты портер? Браво. Присаживайтесь, пожалуйста. Молодцы. Класс. Оп, Татьяна. Татьяна. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях Андрей Гомонов, метатель ножей, и его замечательная обворожительная ассистентка Ксения Манчак. Мы снова здесь, снова с вами. Андрей, вы выступали во многих странах. Где комфортнее всего было? Где самые благодарные зрители? Все зависит от заряженности зала. Ты выходишь, выступаешь, иногда бывает зал такой заряженный, все аплодируют, и ты Самому хочется еще больше, воодушевляешься, да? да, еще больше. Все каждый раз по-разному. Очень правильно, да, говорит Ксюша, что реально зависит от зала. Тут принадлежность какую-то территориальную Да, да. или этническую, не знаю. Тут реально как-то очень по-разному, очень. В шоу-бизе всегда нужно что-то новое придумывать, чем-то вот удивлять. Где вы берете идеи, как вы придумываете вообще что-то новенькое, как там такое у вас? Дело в том, что по-прежнему хотим продолжать танцевать много. И сейчас вот есть идея, я сейчас активно работаю с кнутами. Знаете, что такое, да? Вокруг человека? И вокруг человека, и по человеку, и избиваем мишени, и опять же с ним продолжаем танцевать. То есть есть такой вид крекинг, это фристайл, и работа по мишеням. Вот, то есть следующие, вот тоже очень много идей. Вот это следующее, что хотелось бы освоить это. Потом, опять же, не отходить от танца в плане каких-то акробатических моментов, то есть, расширять, на достигнутом не останавливаться. То есть берем другие виды оружия холодного, либо предметов. Вот опять же, в новом номере посмотрим, есть трюк, я метаю малую пехотную лопату МПЛ-50, она летит
Вот. И, ну, то есть метаем, что метается, а где черпаем идеи? Ну, так спал, проснулся. Точно, хочу это. Точно, Нет, ну, есть же еще по-разному. лопата, да? Нет, ну по-разному. Развиваешься, смотришь, да, нет. Смотришь какие-то шоу посещаешь, бывает, черпаешь идеи. Ну, лучше всего, конечно, какой-то оригинальный придумывать продукт, не продукт, правильно, а номера. То есть, ну, вот сейчас все, что мировая тенденция, сращение искусства. Вот у нас конкретно циркового и танцевального, потому что, ну, обычно хореография, ну, если прям классический цирк, это в основном трюки. Трюк там акробатический, либо какой-то фокус, либо еще что-то. Мы же хотим много продолжать танцевать, от пластики не отходить даже в новых номерах.